получила новый пристрой, который также является контуром безопасности. Новый фасад и входная группа. За 2 месяца внешний облик 175-й гимназии изменился кардинально, а внутри словно новая школа. Смотрите, теплые полы оборудованы на этом амфитеатре для того, чтобы зимой было не прохладно. Вот это натуральный мох. Теперь родители будут встречать детей после уроков у амфитеатра. В следующую дверь смогут входить только школьники. Предусмотрели и переговорную комнату, где родители смогут общаться с педагогами. Отдельная переговорная комната, где родители смогут пообщаться с педагогами, чтобы не ходить по классам, пригласить через пункт охраны. Это обновленный актовый зал 175-й гимназии. Здесь 144 посадочных места, при этом он еще может расшириться. Конечно, экран и акустика, при которой можно давать даже профессиональные концерты. Капитальный ремонт затронул все коридоры и классы. Дополнительно появился бассейн с 4 дорожками. А для младшей группы добавились 5 кабинетов. Их освободили после переформатирования одного из 2 спортзалов в мультимедийную библиотеку, которая теперь даже чем-то напоминает национальную. Комфортно, красиво. А вон там немножко расширились, да? Накануне гимназию после капремонта осмотрел Рустам Миниханов. Именно по его поручению здесь прошло масштабное обновление в короткие сроки. Все, что мы могли, сделали. И отдых, и помощь, и поддержка. Мы хотели, чтобы вот эта трагедия, она не обращала эту школу. Я очень рад, что количество учеников школы не только не уменьшилось, а увеличилось. На месте кабинета, где произошла трагедия, теперь свободное пространство. А на потолке 9 светильников в память о погибших в этой трагедии. В память о них и сад памяти. Сейчас здесь только деревья, но до конца октября рядом с ними появятся стелы с именами погибших. Когда мы только начали заниматься проектом, мы общались с психологами МЧС, которые помогали родственникам погибших. И они сказали очень важную вещь. Они сказали, что ни в коем случае нельзя школу сносить, потому что тогда получится, что у стрелка получилось то, чего он хотел. Он добился своего. Жизнь должна продолжаться, жизнь и школу, и детей он победить не должен. И 1 сентября обновленная гимназия готова принять своих учеников. И пока без своего директора она продолжает лечение и находится на больничном. В этом учебном году мы приняли 145 учащихся в 1 класс, открыли 5 классов. В прошлом году у нас было 4 класса. То есть радует то, что все-таки дети, родители выбирают нашу школу. То есть радует то, что мы открыли больше классов. Увеличилось и общее количество учеников. Их теперь 1054. Так что 175-я гимназия продолжает жить. И 1 сентября здесь по традиции пройдет торжественная линейка. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.